Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Сегодня в Душанбе состоялось заседание Центрального исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана, в работе которого принял участие и выступил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, председатель Народной демократической партии Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон. 27 сентября в Душанбе состоялось заседание Центрального исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана, в работе которого принял участие и выступил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, председатель Народной демократической партии Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон. На заседании были подведены итоги деятельности Центрального исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана, областных, городских и районных комитетов за 9 месяцев 2019 года, а также были обсуждены внутрипартийные вопросы, в том числе о созыве очередного съезда партии, а также связанные с подготовкой к нему. Заседание Центрального исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана открыл председатель партии уважаемый Эмомали Рахмон и представил на обсуждение повестку заседания о ходе организационно-подготовительных работ к политическим мероприятиям по выбору в Маджлисе Оли Республики Таджикистан и Махалинские маджлисы народных депутатов, проведению отчетно-выборных конференций партийных организаций. Второй и главный вопрос заседания был о созыве 13-го съезда Народной демократической партии Таджикистана. В ходе выступления председатель партии подчеркнул, что Народная демократическая партия Таджикистана является детищем независимости и уходит корнями в чаяние народа, главной своей целью считает защиту интересов народа и прилагает усилия во имя благополучия жителей страны и благоустройства Родины. Было отмечено, что ввод в действие 2 агрегатов Рагунской гидроэлектростанции в день празднования 28-й годовщины государственной независимости является историческим событием и открывает новые горизонты для развития национальной экономики нашей любимой Родины. Примечательно, что большинство строителей, принимающих участие в деле созидания этого крупнейшего объекта века, являются активными членами партии. Накануне праздника независимости 40 из них были удостоены государственных наград и премий. Лидер нации еще в прошлом году в своем послании к Маджлисе Оли особо подчеркнул, Рагунская ГЭС является важнейшим фактором социально-экономического развития страны и повышения благосостояния народа, то есть от нее во многом зависит будущее Таджикистана. Поэтому, как подчеркнул председатель партии, важнейшей задачей ее членов является разъяснение и утверждение идей новой государственности таджиков среди народа, что есть высший и ответственный их долг. Председатель партии, уважаемый Эмомали Рахмон, также подчеркнул, что другим вопросом, являющимся приоритетным для партии, это проведение выборов депутатов в Маджлисе Оли и местные маджлисы народных депутатов. Задача НДПТ как политической структуры заключается в том, чтобы быть готовой для проведения этого важного политического мероприятия в рамках закона, открыто и прозрачно, в соответствии с демократическими нормами. Позиция Народной демократической партии Таджикистана в обществе общеизвестна, и все же надо прилагать еще больше усилий, чтобы путем обеспечения удовлетворения потребностей населения посредством насыщения рынков продуктами, нормализации цен, обеспечения теплом и светом, решения других социальных проблем и обеспечения достойной жизни народа встретить избирательную кампанию. Другой вопрос, на который председатель партии обратил особое внимание, это выдвижение достойных кандидатов в избирательную кампанию. Глава государства отметил, в рядах Народной демократической партии Таджикистана таких людей много. Мы должны выбрать лучших на 5 лет, тем самым осуществить процесс разработки законов, которые будут способствовать развитию нашей любимой страны, независимого Таджикистана. Партийным организациям было поручено принять активное участие и внести вклад в дело проведения выборов на должном уровне. Председатель партии поручил провести очередной съезд в декабре текущего года. После глубокой и содержательной речи председателя партии выступили члены Центрального исполнительного комитета и активные сторонники Народной демократической партии Таджикистана, в том числе Рахмонзода Абдулло, председатель исполнительного комитета НДПТ Хатлонской области, Сатурион Матлуба, председатель исполнительного комитета НДПТ в Сагдийской области, Джунибек Козибек, председатель исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области, Дадабоева Гулхумор, директор педагогического колледжа Гисара, Махмадов Рахмат Джон, председатель исполнительного комитета НДПТ в Ражском районе, и Хамидион Илхом Джон,
первый заместитель председателя общественной молодежной организации Созандагони Ватан. В завершении работы заседания Центрального исполнительного комитета Народной демократической партии Таджикистана председатель партии, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что каждый из нас должен всегда помнить, быть членом Народной демократической партии Таджикистана – это честь и слава, но вместе с тем великая ответственность за судьбы народа и Родины, будущее нашего демократического, светского и правового общества. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня состоялся второй тур республиканского конкурса «Таджикистан Ватани Азизиман. Таджикистан – моя любимая родина», в котором приняли участие талантливые представители столичных районов города Душанбе. Целью конкурса является нахождение новых дарований в сфере искусств, повышение профессионального мастерства, укрепление профессионализма исполнительного искусства и создание новых музыкальных произведений, воспевающих достижения народа страны и пропагандирующих национальные традиции и ценности. Зумрат Фазиева наблюдала за тем, как проходил этот конкурс. С целью достойной встречи празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан, создания лучших музыкальных произведений, воспевающих достижения независимости и пропагандирующих богатые национальные традиции, проводится республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя». В состав жюри конкурса входят видные деятели искусства и культуры Таджикистана, а также представители исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Таджикская музыкальная культура является одним из основных духовных богатств таджикского народа, получившая популярность благодаря своим традициям, древней истории, разнообразиям и особенностям. Она внесла заметный вклад в развитие мировой музыкальной культуры. Данный конкурс проводится по 6 номинациям, в том числе на лучшее композиторское произведение, исполнительское мастерство и других. В каждой номинации определено 3 места. Благодаря культурной политике лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, сегодня в независимом Таджикистане открывается новая страница для развития современной культуры, и республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя» создаст прочный фундамент для совершенствования кадрового потенциала, будущего развития профессионального искусства Таджикистана, становления процессов творческого развития молодежи и подрастающего поколения, выявления новых талантов в исполнительском и композиторском мастерстве, популяризации различных жанров профессиональной музыки, обогащению и активизации художественного мышления, укрепления этических норм по воспитанию подрастающего поколения для духовного развития общества и защиты лучших традиций национальной культуры. Республиканский конкурс «Таджикистан. Родина любимая моя» проводится в 3 этапа. Первый этап в городах и районах республики, второй этап в областных центрах. Третий этап конкурса состоится 16 ноября 2019 года в столице страны, городе Душанбе. Победители конкурса будут награждены дипломами, премиями и другими ценными подарками оргкомитета конкурса. Напомним, что данный конкурс проводится согласно указу президента Республики Таджикистан по инициативе Министерства культуры страны, Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан и других соответствующих министерств и ведомств. Зумрат Фазиева, Дильшоди Хушвахт, Ахлидини Карим, телевидение Таджикистана. Ну и завершаем выпуск местными новостями. У нас в Душанбе прошел фестиваль «Сияние красок», посвященный году развития сельского хозяйства, туризма и ремесел. В программе этого культурно-массового мероприятия были песни, танцы и импровизированный подиум, на котором девушки и парни, и даже маленькие дети дефилировали в красочных национальных нарядах. Более 2000 человек приняли участие в культурно-национальном фестивале. Самыми маленькими участниками стали дети в возрасте от 5 лет. А именно их перед началом фестиваля развлекали сказочные персонажи из любимых таджикских сказок.
«Сияние красок». Под таким названием мероприятие проводится уже не первый год. В этот раз акцент сделан на национальную одежду. И нарядные одежды, национальные одежды, они вот те одежды, которые именно в Таджикистане, они производится. Именно наш хлопок, вот этот, который они экологически здоровы для нашего организма, они вот именно эти вещи мы показываем. Да. Проведение фестиваля становится идейным вдохновителем для развития культурных ценностей и праздником для граждан Таджикистана. Более того, в мероприятиях задействованы многие швейные цеха в партнерстве с талантливыми дизайнерами. Они и работают, чтобы фестиваль «Сияние красок» оправдало свое название. Победителям самых лучших костюмов и спецформ были вручены памятные подарки и грамоты. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и не переключайтесь.